Она была выставлена на границе с Киргизской Сахарой, как говорят, сказать уже. И там в 80 километрах от Магнитогорска, там, где вот Арканит известный, был образован Нагайбатский район. И все населенные пункты этого района, если вы откроете карту Челябинской области, носят довольно странное название. А именно, Петруаз, это районный центр, Второе Лечиня, село Авид, Кассер и прочее. То есть всем населенным пунктам были даны названия, где крашенские полки наиболее сильно отличились на местных районах. Кстати, они первыми вошли в Париж. И отсюда вот название второго села по величине в районе Париж. И как-то печатно намекнуло, что местное население построило его башню. Ну, соответственно, еще вот такого масштаба. И вот для меня действительно вызывает удивление то, что все население Заволжья до сих пор остается не охваченным религиозным, так сказать, окружением. Странно, конечно, в общем. Вот, в частности, для меня, вот, не чуваши, еще у них такой странный обычай в наших краях. У меня брат женат на чувашке. И вот тот же день, когда она вышла замуж, то есть это дело происходит в деревне Ахматова, она перестает говорить чувашски и переходит на крашенский. И более того, даже детей не учат чувашскому языку. Для меня, конечно, странно. Сейчас их уже нет, но мои все двоюродные племянники, они, естественно, середят крашенскую часть, но из православной части. Они исповедуют православие, но не знают родного по матери языка. Мне кажется, вопрос остается не отработанным. Ну вот дальше. Что касается самопризнания или признания крашен. Вопрос, мне кажется, важным, потому что решение вообще национального вопроса связано и с религиозным вопросом, потому что не было бы, допустим, такого церковного деятеля известного, как Николай Иванович Ильинский, крашен бы вообще и давно не было. Именно вот то, что он начал активно распространение православия,